Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши-Пшара. Руководители Государственного таможенного комитета Абхазии и Федеральной таможенной службы России провели очередную рабочую встречу, которая прошла в закрытом формате без участия СМИ и продлилась более 1 часа. После встречи председатель ГТК Республики Абхазия Беслан Свинария и руководитель ФТС России Владимир Булавин вышли к журналистам. Как отметил председатель ГТК Беслан Свинария, в рамках встречи был обозначен ряд вопросов системного и стратегического сотрудничества между структурами. Об итогах переговоров, в частности, о существующих проблемах на границе Абхазии и России и путях решения сложившихся проблем, рассказал руководитель ФТС России Владимир Булавин. Мы обсудили те вопросы, которые имеются на сегодняшний день. И договорились, каким образом их решить. Но у нас есть проблема с сезонным ввозом цитрусовых из Абхазии в Российскую Федерацию. У нас есть проблема подтверждения сертификатов соответствия. И мы обязаны перевести этот процесс в автоматический режим. У нас есть отдельные проблемы с оформлением сыпучих материалов, которые перемещаются из Абхазии в Российскую Федерацию. Мы договорились, что мы создадим дорожную карту в течение ближайших 10 дней и утвердим вместе с Бесланом Константиновичем ее на таможенном форуме, международном таможенном форуме, в день праздника Дня таможенника Российской Федерации 25 октября этого года. Кроме того, я хотел бы отметить, что мы также договорились на площадке Государственного таможенного комитета собрать весь бизнес, который работает на Российскую Федерацию, провести с ним диалог и услышать все запросы бизнеса, которые имеются на сегодняшний день, чтобы понять, что вообще нам нужно сделать для существенного ускорения таможенных процедур. В Российской Федерации мы поддерживаем автоматический обмен информацией сейчас с 32 министерствами и ведомствами. И по сути дела я сегодня коллегам сказал, что наша единая информационная автоматическая система ФТС России в настоящее время это своеобразная IT-структура. И для примера сказать, что ежедневно в этой системе формируется 30 миллионов сообщений различных. Считаю, что в перспективе наше взаимодействие должно базироваться на насыщенной цифровой среде, и мы здесь готовы оказать также помощь нашим коллегам в Абхазии для того, чтобы оцифровать все имеющиеся таможенные процедуры и режимы. И тогда, наладим автоматический обмен информациями, и процесс таможенного оформления будет значительным образом ускорен. После встречи с руководителем таможенного комитета Республики Абхазия Владимира Булавина принял президент Абхазии Рауль Хаджимба. Даже в самые трудные времена для нашей страны между таможенными службами Абхазии и России всегда были теплые и дружеские отношения. И для нас важно дальнейшее сотрудничество, отметил Рауль Хаджимба. Руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин подчеркнул, что нынешние переговоры способствуют укреплению и развитию связей между двумя государствами. Он также отметил, что в первую очередь необходимо синхронизировать нормативно-правовую и законодательную базу в России и Абхазии. Те отношения, которые складываются с Россией, а в частности и с таможенными структурами Абхазии, для нас очень важны. Даже в самые трудные времена, когда в Абхазии было непросто, у нас были добрые отношения с нашими коллегами. Сегодня у нас уже порядка 10 документов, подписанных между нашими структурами. Это различного рода документы, соглашения, меморандумы, протоколы, которые должны способствовать развитию как раз-таки этих отношений. Для нас важно, чтобы не было соответствующих этих проблем на границе. Я надеюсь на то, что у нас с вами сложатся самые добрые отношения в этих вопросах. Наши нынешние переговоры, по моему мнению, это еще один шаг навстречу друг другу. Нам нужно синхронизировать нормативно-правовую и законодательную базу в Российской Федерации и в Абхазии. Это такой принципиальный момент. Следующее, нам нужно синхронизировать
нашей информационной системы. Взаимодействие между таможенными службами, таможенными органами Российской Федерации и Абхазии должно быть автоматизировано. 10 октября президент Абхазии Рауль Хаджиба посетит проходящий с 6 по 12 октября в Сочи 22-й форум журналистов «Вся Россия». В рамках форума открыта фотовыставка «Праздник признания». Выставка была организована Союзом журналистов Республики Абхазия. Авторы представленных к работе Ибрагим Чкаду и Владимир Попов. Собранные фото отражают наиболее важные и значимые события послевоенной Абхазии. На форуме также представлен стенд «Абсны. Страна души», который знакомит всех его посетителей с туристическим потенциалом республики. 22-й форум современной журналистики «Вся Россия-2018» в этом году уже собрал 1200 участников, среди которых известные журналисты, крупные общественные деятели, представители власти разных уровней. С абхазской стороны в форуме также принимают участие председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг и его заместитель Зураб Аргун. Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария стал лауреатом первой степени на фестивале адыгской культуры, который проходил в Майкопе с 2 по 6 октября. Сегодня коллектив принимали в Министерстве культуры и охраны историко-культурного наследия республики. Впервые в международном фестивале адыгской культуры участвовал и Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария. Рассказывая об участии в фестивале адыгской культуры, руководитель оркестра Денис Аруха отметил, что адыгские зрители встречали абхазских артистов с большим теплом, и такой реакции от зрителей они не ожидали. Важно было нам, что скажут, правильно ли мы вообще развиваемся и нужно ли это вообще кому-то. Вроде получилось, я так думаю, да. Люди приняли очень тепло. Каждая делегация, которая там была, а там их было немало, все после выступления, после гала-концерта подошли. Всем было удивительно, спрашивали, как вообще, где. Некоторые даже говорили, что мы для себя Абхазию по-новому открыли после вашего выступления, что очень приятно было, да. Многие приглашают уже к себе. Министр культуры и охраны историко-культурного наследия республики Эльвира Арсаля выразила благодарность руководителю оркестра за победу на фестивале и отметила, что министерство и впредь готово оказывать коллективу всяческую поддержку в организации зарубежных гастролей. Если говорить о том, что сегодня Абхазия может заявить на такой международной культурной арене, это, несомненно, является, во-первых, предметом охраны, конечно, предметом очень большого интереса, потому что не все народы, которые и больше нас, и страны, которые гораздо более могущественнее, чем мы, сохранили такие формы аутентичной музыкальной культуры. Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария был создан в 2016 году. Для ансамбля фестиваль в Адыгее стал первым гастрольным выступлением. Это была отличная возможность познакомиться с репертуарами других коллективов, сказал руководитель оркестра Денис Аруха. Специально для фестиваля Государственный оркестр подготовил музыкальное произведение «Исламей» под национальный адыгейский танец. Аруха добавил, что им также удалось познакомиться с адыгским инструментальным ансамблем и договориться о совместном концерте, над организацией которого они сейчас работают. В преддверии 27-летия образования Республики Адыгея глава региона Мурат Кумпилов провел церемонию вручения государственных наград Российской Федерации и Республики Адыгея. Среди награжденных представители разных профессий. Многие из них не являются уроженцами Адыгеи, но внесли вклад во всестороннее развитие республики. За особые заслуги перед Республикой Адыгея медалью «Слава Адыгеи» награжден также и наш соотечественник, президент Национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба. Ранее, являясь вице-президентом и руководителем администрации президента Республики Абхазия, он внес большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Адыгеей и Абхазией, говорится в сообщении пресс-службы главы Адыгеи. Дорогие друзья, уважаемый Мурат Каральбеевич, для меня огромная честь и огромная ответственность получать такую высокую награду моей родной Республике Адыгея. Надо сказать честно, что я, конечно, когда уезжаю, я скучаю по людям, по Республике Адыгея, потому что у меня с 93-го года
В марте 93 года Владислав Григорьевич Ардзенба оторвал меня от войны, прислал сюда. Здесь все многие помнят. Аслан Алиевич Джаримов, великий человек, принял меня. И с тех пор моя дружба и моя любовь к Адыгее продолжается. Я познакомился очень близко, и мне показали быт, культуру наших братьев-адыгов. Аслан Чирикитович Хакушинов, Панеш Руслан Хадугович, Карабетов Аслан, Машбаш, многие другие я могу перечислять. Я даже не знаю, где мне ближе находиться, в Сухуми или в Майкопе, потому что очень дороги здесь мне все. И родственников здесь мне много. Так что моя любовь к Адыгее – это на всю жизнь. Служу Республике Адыгея и Абхазии. Крым, Сочи, Сухум может связать круизный лайнер «Князь Владимир». На этот вопрос обсуждали в рамках встречи в Сочи представители Министерства экономики Абхазии, госкомпании «Абхазское морское пароходство» с представителями администрации города Сочи, АО «Морпорт Сочи» и компании «Черноморские круизы». По словам заместителя министра экономики Абхазии Батала Тарба, на встрече обсуждалась возможность включить в маршрут круизного лайнера заход в Сухумский морской порт. Лайнер работает во время туристического сезона с апреля по октябрь. Сейчас, в период межсезонья, мы прорабатываем возможности, которые уже к следующему сезону позволят порту Сухум стать одним из пунктов назначения круиза, сообщил Батал Тарба. Заместитель министра экономики считает, что помимо имиджевых плюсов для страны, это привлечет дополнительный туристический поток. В настоящее время в Черном море функционирует только один круизный лайнер «Князь Владимир». Он курсирует по маршруту Сочи, Новороссийск, Ялта, Севастополь. И как раз-таки возникла идея включить в этот маршрут город Сухум, Сухумскую бухту, Сухумский порт. С точки зрения проработки вопроса, сейчас есть некий перечень организационных, технических и правовых условий, которые абхазская сторона должна решить. Для этого Абхазское морское пароходство, госкомпания, уже достаточно долго по этому вопросу работает, и большую часть проблемных моментов уже они решены. И по большому счету остается самым главным вопросом — это проведение дноуглубительных работ в Сухумской бухте, для того, чтобы лайнер мог беспрепятственно прибыть и причалить к причальной стенке. Этот вопрос уже более 1 года прорабатывается. И важно понимать, что для захода такого крупного судна на сегодняшний день существуют очень высокие стандарты и требования по безопасности. Была реализована комплексная оценка техническая, которая включала в себя обследование морского дна, обследование, экспертиза причала и, соответственно, водолазное обследование. Была привлечена техника и специалисты из Российской Федерации, которые провели достаточно качественную работу. И в конечном итоге мы получили очень содержательный отчет о состоянии акватории операционной Сухумского морского порта, а именно его пассажирского терминала, рядом с которым мы сегодня находимся. И, соответственно, о состоянии самого причала и других гидротехнических сооружений, которые могут быть задействованы в реализации данного проекта. По окончании этих работ у нас появились рекомендации, которые необходимы для реализации этого проекта. Что именно из них самое сложное — это реализация дноуглубительных работ и ряд других технических работ, которые менее сложные и более быстро их можно реализовать. Дноуглубительные работы требуют привлечения специальной техники. Это необходим специализированный дноуглубительный флот и соответствующие кадры, которые смогли бы это реализовать. К сожалению, на территории Республики Абхазия подобных организаций и флота нет, поэтому на данный момент мы заняты поиском компаний, которые могли бы эти работы произвести. Соответственно, пока о сроках реализации и стоимости данного проекта у нас информации нет, это как раз в данный момент прорабатывается. В Абхазии продолжается осенний призыв на срочную военную службу, утвержденный указом президента Республики Абхазия Рауля Мхаджимба. В мероприятиях, связанных с призывной кампанией, принимают участие главы администрации городов и районов, Министерство внутренних дел, Минздрав и Министерство образования и науки Республики. Министерством обороны Республики Абхазия осуществляется общее руководство и контроль за проведением мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Абхазии. Осенний призыв на действительную военную службу заканчивается 30 декабря 2018 года.
К началу призыва, естественно, готовы списки. Начались уже районные комиссии, где районные комиссии определят более тщательно уже, как говорится, призывной ресурс. План нам уже спущен, и мы будем стараться выполнить его. Я думаю, мы его выполним вместе с нашими родителями, друзьями, главами администрации на местах в первую очередь. И, естественно, плюс сознание наших призывников. Каждая семья знает, что сын должен отслужить, тем более, что сейчас помимо тех законов, которые у нас существуют, готовятся, насколько я осведомлен, новые законы без армейской службы не будут принимать на высокопоставленные должности. В Абхазии начался полевой выход артиллерии. Уже сегодня все подразделения, которые участвуют в боевых учениях, были направлены на общевойсковой полигон Цабал. Учения продлятся до 19 октября. Более подробно о полевом выходе вооруженных сил Республики Абхазия расскажет Сария Смыр. Боевые учения проходят на общевойсковом полигоне Цабал. К учениям привлечены артиллерийская группа Министерства обороны, артиллерийские подразделения нескольких отдельных мотострелковых батальонов, а также впервые в боевых учениях примут участие гудаутские и ачимчирские батальоны. Основными целями полевого выхода является повышение полевой выучки военнослужащих артиллеристов. Кроме того, практическое выполнение боевых стрельб со всех видов артиллерийского вооружения и наработка практической работы в работе на боевой технике. Особое внимание в ходе полевой учебы будет уделено огневой подготовке. Военнослужащие изучат тактическо-технические характеристики, правила эксплуатации и обслуживания техники, а также способы ведения огня из вооружения боевых машин и закрепленного за ними стрелкового оружия. Завершится полевой выход проведением тактических учений артиллерийских батарей с боевой стрельбой. В этот же день в учениях примут участие и резервисты 4-го батальона. После этого все подразделения вернутся в места постоянной дислокации, где будут детально проанализированы итоги полевого выхода. Сария Смыр, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В Абхазском государственном университете прошла лекция профессора Иорданского университета, доктора медицинских наук Ахмата Массабурана. Наш соотечественник рассказал об использовании современных коммуникационных методов общения для преподавателей и студентов. Наш соотечественник Ахмат Массабуран впервые приехал в Абхазию из Иордании на празднование 25-й годовщины со Дня Победы и независимости. Ахмат Массабуран много лет читал лекции по медицине внутренних органов человека студентам ведущих университетов Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Италии и Иордании. В последние годы большее внимание он стал уделять актуальной теме – использование современных коммуникационных методов в повседневной жизни. Именно об этом он и рассказывал студентам и преподавателям Абхазского государственного университета. Я приехал сюда по собственному желанию, так как я хочу быть полезным для своей родины. Так как я по национальности тоже абхаз, я счастлив быть здесь и счастлив поделиться своими знаниями. Тот факт, что профессор говорил на английском языке, ничуть не помешал его контакту с аудиторией. Студенты и преподаватели с большим интересом слушали профессора, делали записи в блокнотах, задавали интересующие вопросы. Доктор медицинских наук Ахмат Массабуран признался в том, что неоднократно слышал о красоте Абхазии. И сейчас, как он отмечает, наконец в этом убедился. «Я очень очарован Абхазией, я обязательно еще не раз приеду сюда», подчеркнул наш соотечественник из Иордании. Я знаю об Абхазии не понаслышке. Здесь находятся мой сын и моя дочь. Они уже получили абхазский паспорт. Кроме того, у них есть много друзей, и они всегда делятся информацией об Абхазии. Им здесь очень нравится. Они считают это своей родиной, и я очень счастлив слышать обо всем этом. Несмотря на то, что я здесь первый раз, у меня есть большие надежды на то, что я еще не раз посещу Абхазию. Лекция профессора Иорданского университета Ахмата Массабурана вызвала живой интерес аудитории, и преподаватели и студенты АГУ выразили надежду на дальнейшие встречи. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде.
По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 10-15, днем 20-25 градусов. Температура морской воды 23 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.